Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире на 3 телеканалах Якутия-24, НВК «Саха», «Мамонт» и на радиостанции «Тати» предвыборные телевизионные дебаты к выборам главы Республики Саха-Якутия. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Представляю слева направо по алфавиту. Именно в таком порядке будут выступать сегодня уважаемые участники. Итак, это доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева Андрей Савич Борисов. И это кандидат на должность главы Республики Саха-Якутия, выдвинутой партией КПРФ, Виктор Николаевич Губарев. Добрый день. Добрый вечер. Еще раз вас приветствую. Тему озвучиваю. Сегодня мы обсуждаем развитие культуры в Якутии и патриотическое воспитание молодежи республики. Вопрос первый. Давайте начнем с вами беседу. Каковы место и роль культуры, по вашему мнению, в дальнейшем развитии Якутии? Вопрос простой, но столь же актуальный. Андрей Савич Борисов, вы начинаете 1,5 минуты на вступительное слово по этой теме. Пожалуйста. В программе Айсена Сергеевича Николаева культура, искусство, духовность имеют одну из первостепенных значений. И в этом смысле я обращаюсь сегодня к деятелям культуры и искусства, 11,5 тысяч человек, которые являются патриотами своей республики, своей России, которые способны на движение вперед для того, чтобы создать атмосферу движения вперед, о котором говорит Айсен Сергеевич Николаев. Главное, мы должны знать, что креативная экономика, которая звучит в программе Айсена Сергеевича, стала на повестку дня. И в этом смысле нам надо вдуматься о том, что культура и искусство работает на инновационное развитие нашей республики. У вас еще остается время, Андрей Савич. И, дорогие телезрители, уважаемые избиратели, я давно знаком с Айсеном Сергеевичем Николаевым и знаю, как он относится к культуре и искусству. Недавно он написал простую фразу, что духовность – это то, что нельзя сократить решением Минфина. За этой фразой стоит огромное понимание культуры, искусства, значения духовности для развития нашей республики, для движения вперед. Спасибо. К этой теме мы еще подробно вернемся, к развитию культуры. Такой будет вопрос. А теперь вступительное слово, пожалуйста, Виктор Николаевич Губарев от КПРФ. Развитие культуры в Якутии, патриотическое воспитание молодежи. Ваше вступительное слово по этой теме, пожалуйста. Уважаемые якутяне, телезрители, 9 сентября, день голосования, своего рода момент истины. Я призываю проголосовать за кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации. Нужно нашей республике, которая имеет все, и богатство, и трудолюбивый народ, нужна только ответственная и честная власть. Коммунисты вас никогда не подводили и не подведут. Голосуем за Коммунистическую партию Российской Федерации. Сегодня тема, действительно, которая касается всех нас. Но я бы хотел, Андрей Савич, вас поблагодарить, вот лично вас, за человека, который много сделал для культуры, который человек очень большого кругозора. Спасибо. Замечательно. Но в то же время высказать разочарование, что вы представляете сегодня партию «Единая Россия», выступаете, кандидат же ваш сегодня доверенное лицо. Вам трудно говорить на эту тему, потому что действительность совершенно другая. Какое состояние у нас сегодня? Духовное, культурное и патриотическое воспитание? Неважно. Очень много вопросов. Но с каким настроением встает человек, который не имеет работы? С каким настроением человек выходит на работу или встает новый день, который не знает, получит ли он зарплату? Есть ли у него деньги заплатить за учебу? Есть ли у него деньги заплатить за квартиру, очередной кредит? Я не думаю, что сегодня духовное состояние общества очень высокое. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Подробнее обсудим культуру в республике, эту отрасль, область. Андрей Савич, вы начинаете. 2 минуты у вас на ответ. Какое вы видите развитие культуры в Якутии в дальнейшем? Пожалуйста. Я хотел бы не согласиться по поводу того, что духовное состояние общества находится на таком низком уровне. Это на самом деле понятие относительное. Вот представьте себе, буквально недавно в Алдане, алданский
друзья, они, наверное, слышат меня. Недавно прошел Исэх Аланхо, в котором удивительным образом сплелись, значит, ну, назовем так, многонациональная наша культура. И многонациональная наша культура на этом Исэх Аланхо была представлена удивительным образом, ярко. И я видел, лично видел, общался с людьми, как люди понимают, что духовность и культура, развитие духовности и культуры – это есть основа основ, это есть опора развития нашей республики, да и государства российского. И будущее культуры – это прежде всего, конечно же, культура должна работать на инновационное развитие республики, на развитие республики. И в этом смысле все деятели культуры и искусства готовы и понимают, они готовы представить форсать проекты, о котором говорил Арсений Сергеевич на встрече с деятелем культуры и искусства, предлагая, чтобы мы выдвинули те проекты, которые будут работать на благо якутян, на благо России, на благо культуры Республики Саха-Якутия. У вас еще остается время, вы можете дополнить. Совершенно очевидно, что когда мы планируем развитие культуры и искусства, то необходимо, конечно же, чтобы культура и искусство не было на остаточном принципе. И в этом смысле те идеи, которые предлагает Арсений Сергеевич, они как раз работают на креативной экономике, на будущее нашей культуры и искусства. Вот теперь замечательно. Виктор Николаевич Губарев, ваш взгляд на развитие культуры в Якутии. 2 минуты, пожалуйста. Я горжусь культурой нашего народа, якутского народа, который имеет высочайшую культуру. И то, что сегодня Аланхо – это сокровищница мировая, внесено в книгу ЮНЕСКО мероприятие, это очень здорово. У нас культура народов Севера, Арктики. У нас есть культура русского устья. У нас есть ямщиков культура и многих других. Это вообще уникальные все такие вещи. Я горжусь тем, что у нас история нашей республики пишется на уровне семьи. У нас издается столько изданий. Каждый район имеет свои книги и свою историю. Это очень здорово. У нас, я с удовольствием посещаю и русский театр, и Саха-театр. И там всегда есть народ. Это здорово. У нас стоят очереди в Союз печати, когда выходят газеты. Это не везде встретишь. Но меня огорчает и другое. Что сегодня, если раньше работало в культуре у нас около 10 тысяч человек, сегодня пришла оптимизация. У нас тысячи, сотни сокращены. У нас очень много нужно поработать для того, чтобы поддержать многие самодеятельные искусства. Не хватает материальных средств для того, чтобы строить необходимое количество клубов. У нас библиотеки мы сохранили, музеи сохранили, но нависла угроза сокращения их финансирования. Это ни в коем случае не нужно допустить. Но самое главное, духовная культура и духовность должна влиять на состояние общества. Но почему перестали улыбаться в автобусах? Почему перестали больше ругаться в очередях? Почему не встретишь мало веселых людей? Вот на этом мы сейчас поговорим. Вот об этом мне хотелось заострить внимание. Хорошо, углубимся в тему. Якутия и Россия. Какие мероприятия вы считаете основными для поддержки многовековой гармонии межнациональных отношений в нашей стране и в Якутии в частности? Андрей Савич Борисов, вы начинаете, 2 минуты. Вот вы сейчас как раз говорили об этой теме. У нас и русский театр, у нас и театр оперы, балета, и многие мероприятия, которые проводятся в культуре нашей республики, они как раз работают на эти отношения. На многонациональной республике, межнациональные отношения, поскольку чем дальше, чем больше наша республика, еще больше становится многонациональной. Так? И в этом смысле очень важно учитывать культуру любого народа, который живет в нашей республике. Я вот вначале говорил о том, что когда в Алдане проходил этот Исэх Аланхо, там, представьте себе, алданские наши друзья, деятели культуры, да просто население алданское, алданский народ,
они с каким-то огромным вдохновением, с огромной радостью подняли, значит, этот эпос Сэгаланхо. Но самое главное, там как раз Сэгаланхо работал на Аланхо малочисленных народов. Вот представьте, малочисленные народы, Сэгаланхо якутский, так, а Алданский район, в основном русскоязычный, они подняли этот праздник до такого уровня, что даже сами якутяне, сами якуты очень с огромной благодарностью, любовью отнеслись к тем людям, которые организовали Алдан. Алдан, спасибо вам, еще раз я кланяюсь за то, что вы так здорово поработали на этом празднике. Вот там находится основа вот взаимоотношений межнациональных, даже межрелигиозных и отношений между народами. И там вот как бы модель развития нашей культуры. Не говоря уже о других мероприятиях, которые запланированы. Например, буквально недавно Арсений Сергеевич мне дал поручение о том, чтобы мы в будущем году, значит, поработали над главным вопросом. Духовный трансит назвали. Через всю Россию провести огромную работу для того, чтобы межнациональные, межкультурные отношения обрели хорошее состояние. Спасибо вам. Поддержка вековой гармонии межнациональных отношений. Какие мероприятия для этого основные, на ваш взгляд? Виктор Николаевич Губарев, 2 минуты. Никто не спорит. Мы умеем работать, наш многонациональный народ, Якутии, как и России, и умеем праздновать. Это бесспорно. У нас юбилей проходит, это как концерт. Тост заканчивается песней. Это же тоже вековая наша культура, которую надо дорожить и продолжать. Но мы говорим сегодня, вторая часть темы у нас духовная культура и патриотическое воспитание молодежи. Да. Да. Так что же тогда? Давайте посмотрим, что мы сегодня имеем. Да. Как мы вообще государственная политика в отношении патриотического воспитания проводится. Взять вообще тему победы. Национальная идея – это победа. Но почему до сих пор мы нашу идею не поддержали? В каждую школу знамя победы нужно, чтобы она стояла на самом хорошем месте, чтобы был караул. Почему мы забыли сегодня столетие комсомола, и мы какое-то движение молодежное выдумаем, а почему бы не поддержать Всероссийский коммунистический союз молодежи, воссоздать пионерские организации, в том числе, как одну часть каких-то других молодежных движений. Почему мы со школы убрали Романа Фадеева, как закалялась молодая гвардия, или Островского Николая, как закалялась сталь. Но только ничего не смешного, аморального не придумали. Молодежное движение крыло назвать «Молодая гвардия». «Молодая гвардия» – это же была подпольная организация. Это же была организация, которая совершила подвиг. А сегодня «Молодая гвардия» – крыло «Единой России», которая поддерживает сегодня либеральный экономический курс, поддерживает ту политику, которая проводится. Но это аморально. Какие мотивы сегодня у молодежи? Оно должно, черпать сегодня из телевидения, из радио, из средств массовой информации. Вы посмотрите, что делается, что какая реклама, что насаждается. Никаких нет запретительных мотивов. Так нельзя, так нельзя. Нужно заботиться по-настоящему, воспитывать патриота молодого, а не так, как сегодня делается. Спасибо. Как вы думаете, должна ли облекаться культура Якутии в современные, в новые форматы, чтобы быть понятным молодежи республики и представителям других культур? Как вы думаете, 2 минуты, Андрей Савич, пожалуйста. Буквально недавно была организована встреча с Арсением Сергеевичем Николаевым, деятель культуры и искусства. Само название этой встречи говорит о многом. Говорится там, название было «Традиции и инновации». Так? Говорить о традициях можно долго, и это важно, чтобы сохранить традиции культуры народов. Но самое главное сегодня – наступает время инноваций. То есть все эти традиции, они должны обрести цифровое решение, цифровую трансформацию, о котором говорил Арсений Сергеевич. И он обращался к деятелям, музейным деятелям, деятелям культуры, театра, кино, говоря о том, что сейчас наступило то время, когда цифровая технология, новые цифровые технологии на стыке традиционной культуры могут дать огромный импульс для развития культуры. И в этом смысле для молодежи, которые в своем формате, молодежь же воспринимает сейчас мир, воспринимает мир и жизнь и культуру через новые технологии,
то это предложение мы должны развивать. Он сказал о том, что это сложная работа. На первый взгляд простая, но самая сложная, кропотливая работа. И переключение, значит, достижений культуры, переключение самого искусства на цифровые форматы и через цифровой формат, значит, достичь сознания, души и духа молодых людей – это первостепенно. Не говоря уже, когда республика, как он говорит, мы должны не только на Дальнем Востоке лидировать, но мы должны лидировать по всей России и выходить на мировые, контекст мировой культуры включаться. И в этом плане те идеи, о которых говорил Арсений Сергеевич, получили у деятелей культуры и искусства огромную поддержку. Спасибо. Новые современные форматы культуры Якутии, нужны ли они, должны ли они быть, чтобы быть понятны и молодежи республики, другим представителям народов в республике? Как вы думаете, Виктор Николаевич Губарев, 2 минуты. Но все-таки нужно не отходить от темы. Такие какие-то виртуальные вопросы – это одно. Ну, давайте поговорим. Ну, должны же быть мотивы у человека, да? Он должен жить и вставать с хорошим настроением. Ну, что-то его должно двигать, да? Он должен работать на свою страну. Ну, 90% собственности у олигархов. Он должен сегодня стремиться к высокопроизводительному труду. Сегодня не читаем, не видим. Вообще человека труда забыли. Он сегодня должен стремиться к знаниям. Ему надо платить. Уже, а раньше было бесплатное образование. Вот у Компартии есть конкретная программа, очень детально расписана. Вот. Опираясь на молодых, мы вернем стране уверенность в завтрашнем дне. Конкретно здесь предложение. Нужно создать Высший совет по защите нравственности в области телевизионного и радиовещания в Российской Федерации. В самое ближайшее время должна быть разработана национальная программа о защите духовно-нравственных основ русского и других коренных народов. Но почему это не выполняется? Кому это выгодно сегодня забывать и не делать то, что нужно делать? Поэтому нужно серьезно сегодня пересмотреть. И программа Коммунистической партии Федерации, она смотрит в будущее. Она смотрит, ну победил же и учитель в Великой Отечественной войне, который за небольшие годы воспитал патриота, которому не было 20-15 лет. Он шел на подвиг, шел на амбразуру, шел, значит, под расстрел. Но никогда он шел за будущее своей страны, что это будет великая страна, Союз Советских Социалистических Республик, что будет где жить безопасно, народ будет трудиться на себя, богатство будет принадлежать народу. Но сегодня же это же нет. Поэтому, если говорить о культуре, народ поддержит только то, что говорят сегодня коммунисты и большинство народа. Ну, пенсионный возраст повышается. Спросили у народа, почему забыли и не проводят референдум? Пусть народ скажет, как говорит время Конституция. истекло. Товарищ Губарев, господин Борисов, у вас теперь по 30 секунд для того, чтобы обратиться к жителям. Ваши камеры перед вами. Андрей Савич, вы начинаете. Доверенное лицо Айсена Николаева. Пожалуйста. Уважаемые якутяне, дорогие друзья, мы, выбирая на должность главы республики Николаева Айсена Сергеевича, выбираем лидера нового формата. Он, как человек высокообразованный, креативно мыслящий, практично деятельный, имеющий огромный руководящий опыт, а главное, самое главное, по своим личным человеческим качествам, он способен объединить нас для движения вперед. Якутия вперед! Голосуем за Айсена Сергеевича Николаева. Ну, теперь возможность обратиться к жителям республики накануне выборов у Виктора Николаевича Губарева, выдвинутого партией КПРФ. Пожалуйста, 30 Андрей секунд. Савич, я вот эти же слова слышал, когда мы избирали Егора Афанасьевича Борисова. Самые слова, самые хорошие, нужно, да, он знает все. Но почему ничего не меняется? Потому что не меняется курс. И дело не в Губареве и Николаеве, а в курсе. Курс, который проводится, а курс социализма и народовластия. Голосуйте за Коммунистическую партию Российской Федерации. Протестное голосование должно быть. Если опять будет 70%, значит все нормально в Якутии. Не все нормально. Нужно протестное голосование. И задуматься время нужно. истекло. Голосуйте за КПРФ. Сегодня у нас участвовали в эфире Андрей Савич Борисов, доверенное лицо кандидата на должность главы республики Айсена Николаева и кандидат на должность главы республики Виктор Николаевич Губарев. Благодарю вас за эфир. Уважаемые телезрители, никуда не уходите. Через 25 минут следующий эфир теледебатов с участием кандидатов в депутаты Ил-Тумен. До встречи.